Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, Татьяна Ивановна, всех рада видеть. И хочу сразу сказать, что у нас предложение не только по Пушкинской карте для старшего возраста, но и в обедении останутся у нас дошкольники и начальная школа. Дирекция театра, художественное руководство во главе с директором Сергеем Сергеевичем очень надеется, что наши дети, начиная с раннего возраста, будут активно посещать театр, и это наше будущее, театральные наши зрители, и их надо воспитывать. И вот, поговорив с Татьяной Ивановной, мы подумали, что можно вообще сделать, и вот к чему пришли, и что мы вам предлагаем. Итак, мы организовали, и я сегодня провожу презентацию эту словесную, образовательную платформу. Это виртуально-музыкальный проект в рамках уроков МХК. Мы разработали пока один урок, который называется «Картинки с выставки». И если он пойдет у нас хорошо, то мы, конечно же, хотели бы, чтобы у нас продолжалась эта традиция в рамках проекта «Музыка для всех», чтобы каждый квартал дети приходили на эти уроки мировой художественной культуры, которые мы для вас готовим. Тем более это бесплатно по Пушкинской карте. Итак, 1 и 2 апреля по 2 урока будет у нас. 1 апреля – это пятница в 3 и в 18, и 2 апреля – это суббота в 2 и в 17 часов, в 14 и в 17 часов пройдут эти уроки. Значит, пройдут они не на основной сцене, так называемая экспериментальная площадка. Что это такое? Это значит, всего 80 человек сидят на сцене и являются участниками этого вот спектакля, действа. Значит, картинки с выставки, там участвует живой оркестр. Куратор этой выставки, как учитель, будет рассказывать о том, значит, историю создания этих картинок выставки. Это композитор Мусорский, который воодушевлен был картинами своего друга, который умер в 39 лет, Гартман. И увидев эти его зарубежные эскизы, он сочинил несколько произведений, которые назвал «Картинки с выставки». Но здесь дети будут знакомиться не только с музыкальным произведением Мусорского и вот эти картины Гартмана. Здесь задумка такая вот интеграция нескольких видов искусства. Здесь будет и история кино, и музыка, и живопись, и рассказывается об эпохах произведений этих. И не только Мусорский, но и будет Равель. Здесь будет и современность. То есть дети, сидя на сцене, как бы будут с нашими техническими средствами, которые имеет театр оперы и балет, это LED-экран, они будут находиться как будто бы вот на самой выставке, виртуальная выставка вот в 3D формате. И настолько интересно, что я думаю, большое удовольствие получат дети и, самое главное, знания в интересном формате. Это пройдет 45 минут, так же, как и урок. И поэтому, значит, я всех приглашаю учителей музыки, чтобы они посетили вот по Пушкинской карте это, заходите на сайт, на это мероприятие и покупаете билеты. Стоимость 600 рублей, но это бесплатно, потому что это Пушкинская карта. Сразу же хочу сказать, если вы хотите забронировать весь зал, а у нас уже, например, 2 спектакля практически выкуплены, это 38-я школа и вчера 16-я школа, поэтому спешите. И, пожалуйста, у Татьяны Ивановны можете взять телефон мой, или многие его знают, я доступна 24/7. Мы с вами проработаем, как организовать покупку билетов или классом, или вообще школой выкупить. Это все технические моменты, которые мы решим в личном формате.
А для детей начальной школы и детских садов мы приглашаем в марте на оперу детскую Равеля «Дитя и волшебство». Это тоже экспериментальная площадка, тоже 80 человек. Настолько интересная. Премьера прошла еще до пандемии, сразу же началась пандемия, я была на премьере этого спектакля. Значит, приоткрою занавес. Значит, это примерно напоминает, как Чуковский «Федорино горе», где идет большой процесс воспитания ребенка-непослушника. И из печки, например, вылетает огонь, девочки огонь танцуют. Из камышей выпрыгивают лягушки и танцуют. Декорации меняются, сцена крутится. Настолько все для детей необычно, что это проходит на одном дыхании и тоже 40 минут. Это вот прямо с 3 лет спокойно можно, вот детские сады, пожалуйста, покупайте билеты на сайте. И начальная школа вот тоже до 5-6 класса изумительно идет. И точно так же у нас экспериментальная площадка с 1 класса идет по 8, тоже в рамках вот музыки для всех, опера «Сказки братьев Гримм» по мотивам произведения Карла Орфа «Луна». Это тоже на сцене, это тоже необычные действия. На расстоянии вытянутой руки видят артистов, с ними идет общение, они видят закулисье, как меняется декорация. В общем, настолько детям интересно, поэтому я думаю, что если вот дети с учителями, своими педагогами, воспитателями придут на сцену, они в театр очень многое приобретут в плане восприятия и воспитания серьезной музыки, но тем не менее она для детей. И еще хочется отметить вот такой нюанс. Значит, если идут с классом учителя, то они идут бесплатно. Это у нас уже отработанные все моменты, поэтому, кто не знает, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Ну вот у меня, собственно, вот все. Если в 2 словах сказать, что такое по Пушкинской карте виртуально-музыкальный проект «Картинки с выставки», и для младших детей серьезная музыка, но она детская. Пожалуйста, вопросы, если есть. Я думаю, что я в 5 минут уложилась. Огромное спасибо, Наталья Леонидовна. Пожалуйста, вопросы, коллеги. У меня насчет Пушкинской карты вопрос. Да? Картинки с выставки, в принципе, мы изучаем в 5 классе. Очень интересно, но в 5 классе для детей Пушкинская карта еще недоступна. Вы можете точно так же приобрести билеты, не обязательно по Пушкинской карте, и прийти, купив билеты, и прийти, и не только старшеклассники, мы просто говорим, что это уроки МХК, они ведутся в старших классах. Но с 5, пожалуйста, приходите, конечно, это очень интересно, тем более вы изучаете. Но не по Пушкинской, купив просто билеты на сайте. А билет сколько будет стоить? Это 600 рублей стоит. Спасибо. Каких-то, вот, извините, нету для, допустим, большого коллектива, если мы придем. То есть вот 600... Но это и так, если это на большой всегда сцене идет зал, тогда мы все время делаем скидки, когда выкупаются больше 100 билетов, а тут 80, ну надо разговаривать. Надо все Давайте это в рабочем порядке, да, Татьяна Владимировна? Да. Ага, еще есть вопросы, пожалуйста? Большое спасибо, очень интересно. Наталью Леонидовну жалко было отпускать с 27-й школы, но мы сейчас очень рады, что она в театре. Я на весь город теперь работаю. Да, спасибо большое. Спасибо. Наталья Леонидовна, действительно замечательные проекты, современные, с использованием вот этого 3D, когда ребенок внутри самого музыкального действия, композиции вот так промокутан музыкой, искусством и другими видами, и литературой, и живой оркестр, да, и ребенок это все будет видеть своими глазами. Коллеги, это что-то удивительное, проект действительно замечательный. Смотрите, мест не так много, поэтому как бы
говорится, кто сейчас вот зайдет на сайт, тот и успеет, да? Вот Да. поэтому, коллеги, ну, Пушкинская карта, это очень интересно для старшеклассников, чтобы вот ребята же сидят, вот, ну, вы знаете, кто такие старшеклассники, мне кажется, их тоже нужно привлекать, чтобы они вспомнили Мусоргского, вспомнили, вот что они проходили в 5 классе, ну почему нет? Мне кажется, замечательные проекты и для маленьких детей, я думаю, наши коллеги воспользуются этим предложением. Спасибо большое, Наталья У меня, Леонидовна. знаете, такое предложение вот к руководителю метод объединения музыкальных. Вы можете нам дать заявку непосредственно, по какой теме вам подготовить вот этот урок МХК. И мы, пожалуйста, у нас замечательные режиссеры, она из Белоруссии, работала в Театре оперы и балета в Минске, поэтому вот тут вот на ура все проходит. Вы дайте заявку, скажите тему, и все будет сделано. Спасибо.